Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшек Шара. Сегодня в программе. Преступления против республики. Президент Асламжания провел совещание в связи с ранением российских туристов в Пицунде. В интересах ребенка между уполномоченными по правам ребенка Абхазии и России подписан меморандум о сотрудничестве. Есть ли предел, с чем связан рост цен на продукты питания? Класс от мастера. Знаменитая российская спортсменка Анастасия Мыскина провела мастер-класс для юных абхазских теннисистов. Начнем выпуск с инцидента в Пицунде, в результате которого двое российских туристов получили огнестрельные ранения. Как сообщает МВД Республики, 15 июня, примерно в половине первого ночи, в ресторане «Апсны», расположенном на территории пансионата «Самшитовая роща», гражданин Абхазии Пилия Дмитрий Викторович, 1978 года рождения, уроженец и житель села Лыхны Гудаутского района, в результате внезапно возникшей ссоры с гражданами России Филаяном и Салимгариевым произвел выстрелы из пистолета неустановленного образца и нанес Филаяну 3 огнестрельных ранения в область левой стопы и колен обеих ног, а Салимгариеву 6 огнестрельных ранений в область левой ноги и таза. Филаян и Салимгариев были доставлены в ЦРБ города Гагра и после первичной помощи вывезены из Абхазии в лечебные учреждения России. Осколком от выпущенных пуль ранен гражданин Пилия, ранее неоднократно привлекавшийся за различные правонарушения. 17 мая 2021 года органы предварительного расследования УВД по городу Сухум возбудили в отношении Дмитрия Пилия уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. 18 мая в отношении Пилия была избрана мера пресечения, подписка о невыезде. 4 июня 2021 года предварительное расследование по данному уголовному делу было окончено, и после утверждения обвинительного акта прокурор города Сухум направил уголовное дело в суд города Сухум для рассмотрения по существу и вынесения соответствующего законного приговора. В данный момент подсудимый Пилия взят под стражу и находится в Сухумской ЦРБ. Жизнь 2 туристов из России, получивших ранения во время стрельбы в кафе пансионата «Самшитовая роща» ночью 15 июня, вне опасности. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Абхазии. В посольстве уточнили, что ранения довольно тяжелые, но угрозы жизни нет. Президент Асламжания провел совещание в связи с ранением туристов в Пицунде. В совещании участвовали премьер-министр Александр Анкваб, руководитель администрации президента Алхас Квициния, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, генеральный прокурор Адгур Агрба, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, председатель СГБ Роберт Киут, руководители правоохранительных органов Гагарского района. Глава государства назвал преступление, совершенное в отношении гостей, преступлением против нашей республики. Бжания поручил правоохранительным органам принять все необходимые меры для привлечения преступника к ответственности по всей строгости закона. Президент дал указание усилить меры, направленные на обеспечение безопасности туристов. Он поручил МВД проверить все крупные туристические объекты на предмет наличия эффективной службы безопасности и камер видеонаблюдения. Асламжания предупредил руководителя отделов милиции Гагарского района и города Пицунда о персональной ответственности за криминогенную ситуацию в регионе. В связи с имевшим место в ночь на 15 июня инцидентом на территории пансионата «Самшитовая роща» в Пицунде по указанию министра внутренних дел Дмитрия Дбара ряд сотрудников оперативных служб и постов ДПС отстранены от исполнения служебных обязанностей. Дмитрий Дбар также провел оперативное совещание с руководителем центрального аппарата МВД, начальниками городских управлений и районных отделов внутренних дел, на котором обсуждались вопросы исполнения ранее данных поручений территориальным органам курортных районов Абхазии по организации общественного порядка и безопасности во время туристического сезона. Для усиления мер по обеспечению общественной безопасности и правопорядка подразделения Гагарского УВД и ОВД по Гудаутскому району усилены личным составом оперативных служб центрального аппарата МВД. Дмитрий Дбар также дал ряд служебных указаний по усилению контроля автотранспорта на предмет выявления несоответствия госномерных знаков регистрационным данным автомобилей. В отношении Дмитрия Пилия, устроившего стрельбу в постояльцев пансионата «Самшитовая роща» в Пицунде, следственным отделом УВД по Гагарскому району заведено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения Пилия под стражу.
Президент Аслан Бжаня принял уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анну Кузнецову. Во встрече также участвовали руководитель администрации президента Алхас Квицини и уполномоченный по правам ребенка в Республике Абхазия Мактина Джинджолия. В рамках встречи состоялось подписание меморандума о взаимодействии между уполномоченными по правам ребенка двух стран. Подробности в репортаже Гугут Севарданя. Проблема защиты интересов детей – тема очень важная в Абхазии, сказал, открывая встречу, глава государства Аслан Бжаня. И подчеркнул, что в республике ей уделяется большое внимание. Как отметил президент, в нашей стране нет ни одного детского дома. И связано это с тем, что в его строительстве нет необходимости, так как если ребенок оказался в трудной жизненной ситуации, ему помогают родственники. При всем при этом, конечно же, к большому сожалению, есть дети с ограниченными возможностями. И государство занимается решением их проблем. У нас есть реабилитационный центр, в котором работают специалисты высокого уровня. Центр оснащен в техническом плане неплохо. Есть школа специализированная для детей тоже с ограниченными возможностями. Конечно же, в этом смысле жизнь преподносит все новые и новые задачи, их надо решать. До этого момента в республике не было штата уполномоченного по правам ребенка. Решение о назначении директора КБФ Мактины Джинджолия на эту должность было принято накануне. Глава государства выразил уверенность, что с поставленными задачами Мактина Джинджолия справится, так как ее деятельность проверена временем. Несмотря на ее молодой возраст, она давно занимается этой проблематикой, уже несколько лет. И за ее спиной очень много добрых дел. Значительное количество детей, которые получили очень важную для них помощь. Глава государства также отметил символичность того, что Мактина Джинджолия начинает свою деятельность именно с подписания меморандума о сотрудничестве с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анной Кузнецовой. Я уверен в том, что она будет во многом равняться на вас. У вас сложатся близкие дружеские отношения. И, конечно же, проблема обеспечения интересов детей с ограниченными возможностями будет решаться проще и легче, в том числе с вашей помощью. Добро пожаловать в Абхазию. Анна Кузнецова – мама 7 детишек. По ее словам, до этого в Абхазии была один раз, но остались очень теплые воспоминания. Спустя долгое время здесь, в Абхазии, появился коллега, уполномоченный по правам ребенка. Очень приятно познакомиться и поговорить, пообщаться по различным вопросам защиты прав ребенка. Я уверена, что мы обсудим различные проблемы, найдем много общего и, конечно, будет чем поделиться, о чем поговорить, где-то поискать общее решение. И отдельно хотела бы поблагодарить вас, Аслан Георгиевич, за то, что не словом, а делом выражается забота о защите детства, а то, что спустя столько лет была учреждена должность именно вами, что говорит о том, что защите прав ребенка будет уделено особое внимание. Хочу сказать со своей стороны, в первую очередь поблагодарить за такое высокое оказанное мне доверие. И хочу сказать, что в течение 9 лет в рамках работы нашей организации культурно-благотворительного фонда «Ашана» мы более 9 лет вместе с молодой командой ежедневно боремся за защиту прав детей в области получения высококвалифицированной медицинской помощи. И не безуспешно. Затем состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между аппаратами уполномоченного по правам ребенка при президенте Республики Абхазия и Российской Федерации. После подписания документа президент вручил Мактине Джинджолии и Яне Кузнецовой цветы и памятные подарки. Практически сразу после официальной части коллеги обменялись телефонами, и им было что обсудить. Мы будем созваниваться по тем вопросам, которые будут возникать. И, конечно, я высоко ценю, что человек, который пришел на эту должность, вы знаете, не был сначала назначен. Он сам выбрал эту миссию, потому что назначенным на заботу о детях быть, наверное, сложно. И здесь очень важно, что встретились, с одной стороны, личное желание человека, и с другой стороны,
решение президента об учреждении и назначении человека, который имеет опыт защиты детства. Это очень важно, и мы обязательно будем работать вместе. Мой круг обязанностей расширился. Сегодня очень радостно то, что именно Анна Юрьевна Кузнецова приехала, и мы лично с ней познакомились за то недолгое время, во время которого нам удалось пообщаться. Она сказала очень много сопутствующих слов, очень важные и нужные советы. В завершении встречи коллеги выразили надежду на дальнейшую совместную плодотворную работу. Гугуца Вардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Аслан Бжаня подписал закон о внесении изменений в закон Республики Абхазия о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Данный законопроект был принят депутатами парламента в третьем окончательном чтении 9 июня. Закон Республики Абхазия о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами вступает в силу с 1 июля 2021 года. Члены Общественной палаты Абхазии выражают крайнюю обеспокоенность в связи с новым всплеском заражения коронавирусной инфекцией и обращаются к согражданам с настоятельной просьбой соблюдать все необходимые меры предосторожности. Если мы не хотим довести дело до строгих ограничительных мер, которые помешают курортному сезону, мы должны в обязательном порядке соблюдать необходимую социальную дистанцию, носить маски и помнить об опасности заражения. Только самодисциплина и ответственность помогут пережить пандемию с наименьшими потерями, говорится в обращении Совета Общественной палаты. Члены Общественной палаты также призывают население воспользоваться шансом и провакцинироваться. За последнее время заметно выросли цены на продукты питания и другие товары. Особенно подорожали овощи, картофель, морковь, лук и свекла. Чтобы узнать, каковы сегодня цены на продукты и причину их подорожания, наша съемочная группа отправилась на центральный городской рынок. Репортаж Алики Трапш. Резкий рост цен на продукты питания стал горячей темой последних недель. Мы отправились на Сухумский рынок, чтобы узнать, насколько повысились цены и на какие продукты. На торговых прилавках реализуются овощи и фрукты, ягоды как местного производства, так и привозные. При этом цены на них разительно отличаются. Так, если местную картошку можно купить за 40-45 рублей за 1 килограмм, то привозная египетская стоит 155 рублей. Резко возросли цены на морковь и свеклу. Если раньше морковь можно было приобрести за 35-40 рублей, то сейчас на рынке она стоит от 90 рублей за килограмм. Самым дорогим из овощей оказалась свекла. Цена за килограмм 140 рублей, когда ранее ее цена варьировалась от 35 до 40 рублей. Кристина Джугелия – владелица торговой точки на рынке. По ее словам, такой резкий рост цен на некоторые позиции товаров произошел вследствие повышения закупочных цен на складах. Именно на овощи, там на определенные позиции выросло до 300%. То есть это морковь, свекла. Если он месяц тому назад стоил, скажем, 45-35, сейчас он стоит 130, 140, 90, 95. Это на оптовых складах? В оптовых складах, да. То есть разница растет каждый день. И это вот продолжается уже в течение месяца. У нас, как бы сказать, эти 10% они прибавляются в связи с привозом, с границей, то есть со всеми этими. Вот завтра, например, морковь приедет, она уже будет стоить 105 рублей. Потому что 100 рублей она уже к нам сюда приезжает, и 5 рублей у нас идет оценка. На самом деле они это сами объяснить не могут. Нам они не дали никакого объяснения. Мы же тоже должны как-то людям объяснить ситуацию сложившуюся. Это по всей стране такая ситуация. И в России у них то же самое, даже дороже. При этом некоторые продавцы отмечали, что закупочные цены на местный привозной картофель одинаковые – 50 рублей, а реализуют они его по 60 рублей. Цены на помидоры и огурцы практически ежедневно меняются. И сейчас на рынке много местной продукции. Помидоры можно приобрести от 80 до 110 рублей за килограмм, а огурцы от 60 рублей и выше. Цены у вас ежедневно меняются, правильно понимаю? Ну, почти можно, ну, так можно сказать, потому что каждый день по разной цене берем, цены меняются, если они стабильнее. В последнее время вы наблюдаете подорожание, либо же дешевле? Пока одно и то же, никакой изменения нету насчет цен. Вот. Но где-то вот неделя цены вот так держатся, а не знаю дальше, что как будет. Все зависит от погодных условий тоже. Если вот были дожди, цена поднялась, потому что не было огурцов, а сейчас
Ну, у вас больше местная продукция, да? Да, у меня больше. Вот фасоля местная, шикарная местная фасоля, лук, помидоры, огурцы, синики, все вот это местное. Перец российский. Вы все закупаете, я правильно понимаю? Ну, например, лук, фасоль мое и свое тоже есть. А фасоль сколько стоит ваша? Фасоль стоит 180, 200, смотря какой фасоль. Ну, почему так дорого 180? Ну, общая цена так, что мы придерживаемся к общей цене. Фасоль у меня я приняла 160, продаю 180. Лимоны 70, я продаю 80. Вон тот 60-70, ну 10 рублей, не больше. Почему на лычу такая высокая цена в этом году? Я не знаю, нету, сказали. Безусловно, стоимость фруктов также выросла. Цены на клубнику варьируются от 200 до 250 рублей. Черешни и персики стоят от 200 рублей и выше. Урожай мушмулы в этом году хороший, да и на прилавках ее много. Цена от 50 до 250 рублей, в зависимости от сорта. Нам привозят, но она быстрее спеет, много мушмулы и дешевле становится. А раньше сколько стоило? Первое время 100 рублей, 150. А сейчас по какой цене вы принимаете? А сейчас подешевле, по 50, по 40. На рынке не на всех продуктах установлены ценники. Как говорят сами продавцы, им это не обязательно, так как они сами регулируют цены и по собственному желанию покупателю могут уступить в цене. Стоимость базовых продуктов питания, таких как сахар, масло и мука, также выросли. Если раньше 5 литров подсолнечного масла можно было купить за 450 рублей, то сейчас она стоит 670 рублей. Мука подорожала на 10-15 рублей. Сахар в среднем на 20-25 рублей, практически на 50%. Рост цен на продукты питания заметно бьет по карману, говорят покупатели, да и сами продавцы. Не хотят бедные покупать, а что хотят покупать, что делать должны? Должна же кушать человек. Вот, покупает все равно по одной штуке. Мы покупаем все. Раньше свекла стоила 50 рублей, сейчас 130 рублей. Масло стоило 70 рублей в бутылках. Сейчас мы покупаем 130 рублей. Это уже ненормально. Сахар тоже все поднимается, и мы тоже не можем цены поднять, а люди вообще покупать ничего не будут. Мы и пенсии у некоторых нету, зарплаты у нас нормальные, ну, низкие зарплаты, а цены на все вскакивают. Цены на продукты, конечно, выросли в связи с тем, что, я не знаю, но новые вроде товары появились, но дело в том, что покупательская способность у людей упала, потому что нет, сами понимаете, ни работы, зарплаты не повышаются. С условием того, что еще и пандемия, как говорится, наложила свой след. Дорого. Дорого. Для меня все дорого. Так что я не знаю, может, у кого-то деньги есть, зарабатывают, но пенсионерам это. Отдыхающие туристы говорят, что отдельные виды товаров у нас дороже, чем у них, а некоторые дешевле. К примеру, банан у вас дороже точно. А морковка, свекла? Яблоки примерно в одну, наверное, цену. Морковь светлу не смотрел. Помидоры, огурец дешевле, да. Как нам объяснили в Министерстве экономики, в соответствии с законом о госрегулировании цен, в компетенцию правительства входит регулирование цен на хлеб, газ, нефтепродукты и, соответственно, на общественный транспорт. Все остальное диктует рынок. Продукты, о которых вы сегодня говорили, то есть продовольственные, за исключением хлеба, сахар, овощи, фрукты, они не регулируются Кабинетом министров. Цены на эти группы товаров устанавливаются на рынке. То есть, исходя из того, сколько составляет себестоимость для продавцов приобретения либо производства этого товара, и какую цену в состоянии или готов заплатить потребитель за эти товары. То есть цены такие отслеживаются Государственным комитетом по статистике. Эти цены влияют на ежемесячно определяемый размер потребительской корзины, но при этом товары, за исключением тех, которые я назвал, цены на них предельно не регулируются. Если не ошибаюсь, в прошлые годы была практика, что в случае повышения цен на отдельные группы товаров, ну, например, возьмем гречку, теоретически в случае значительного увеличения, связанного, допустим, с дефицитом в России, откуда по большей части завозят продукты из гречки, теоретически в возможной ситуации, когда Кабинет министров на отдельные товары будет вводить ограничения по цене, если это товары социально значимые группы. Таким образом, цены на продукты питания устанавливаются в основном самими продавцами, и ценообразование зависит от закупочных цен. Но учитывая повсеместный рост цен на все продукты, вряд ли стоит надеяться, что в ближайшее время их закупочная стоимость снизится. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.
За плодотворное сотрудничество в реализации таможенной политики и значительный вклад в формирование доходной части республиканского бюджета 2020 года некоторые участники внешнеэкономической деятельности награждены почетными грамотами Государственного таможенного комитета. Несмотря на распространение в республике коронавирусной инфекции, в прошлом году было достигнуто повышение уровня администрирования таможенных платежей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В достижении таких показателей значительный вклад внесли собравшиеся на церемонии награждения крупные участники внешнеэкономической деятельности. Их суммарный товарооборот составляет порядка 13 миллиардов 157 миллионов рублей или 49% от общего товарооборота страны за 2020 год. Прошедший год был непростым как для всего мира, так и для нашей республики. Кризис, связанный с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, отразился и на работе таможенных органов Республики Абхазия. Несмотря на возникшие сложности, должностные лица Государственного таможенного комитета продолжали выполнять возложенные на них функции по контролю и пополнению республиканского бюджета. Именно вы, уважаемые участники внешнеэкономической деятельности, оказали содействие таможенным органам Республики Абхазия в исполнении плановых показателей за 2020 год. Своевременная уплата вами причитающихся таможенных платежей позволила минимизировать негативные экономические последствия для нашей республики. Вовремя осуществлялась выплата зарплат врачам, учителям, а также осуществлялась выплата социальных пособий. Мы желаем в дальнейшем процветания вашей предпринимательской деятельности. В рамках сегодняшней встречи мы, мои коллеги, готовы выслушать предложения каждого присутствующего участника внешнеэкономической деятельности по вопросам упрощения организации таможенного оформления и таможенного контроля. 15 июня свой юбилей отмечает наша коллега Манана Кокускир. Почти 30 лет Манана посвятила журналистской деятельности. 12 лет она трудилась корреспондентом в новостях на Абхазском государственном телевидении. Параллельно была обозревателем Абхазии на канале ТВЦ. Стояла у истоков телеканала Абаза ТВ. Сегодня Манана Кокускир – автор и ведущая телевизионных проектов социального и культурного направления на АГТРК. Она также является автором 9 документальных и научно-познавательных фильмов, среди которых «Армянский батальон», «На копе», «Рецепты долголетия», «В плену иллюзии», «Святая земля», «Путешествие по Израилю», «Аделе Аббасаглы» и «Нестор Лакоба». «Женщины имеют право». Фильм Мананы Кокускир «Бои на перевалах Абхазии», посвященный Великой Отечественной войне, занял первое место на кинофестивале в городе Севастополе. Манана Кокускир – настоящий профессионал своего дела, человек разносторонних дарований, знаток истории, искусства, литературы. Зрители любят и ценят ее авторские материалы за искренность, глубину мысли и выразительную подачу. Сегодня Манана Кокускир празднует юбилей в кругу любимых коллег и друзей, полна энергии и творческих планов. Как раз отношусь к группе тех людей, которые очень любят свою работу. У нас она, правда, интересная, очень интересная. Ты общаешься с разными людьми. И потом, знаете, что очень важно? Когда ты сделаешь что-то, а потом это видишь своими глазами, мне кажется, лучше этого вообще ничего нет. И, конечно, я люблю свою профессию, потому что еще она приносит глубочайшее удовлетворение, если что-то получается. И поэтому всегда хочется делать все хорошо. Вообще очень много планов, которые, к сожалению, упираются вот в материальное. Потому что снимать фильм – это очень затратное, материально затратное дело. У нас пока в Абхазии этого нет. Наше государство не финансирует фильмы, поэтому мы всегда на свой страх и риск что-то делаем, вкладывая свои собственные средства и понимая, как это важно вообще делать видеофильмы и показывать это всему миру. В Сухуме прошел учредительный съезд социальной платформы «Будущее Абхазии». Участников съезда приветствовал президент Аслан Бжания. Кроме того, в мероприятии приняли участие уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации Анна Кузнецова и знаменитая теннисистка Анастасия Мыскина. На набережной Махаджиров на площади Абхазского драматического театра был организован праздничный концерт, на котором выступил народный артист России и посол доброй воли Абхазии Николай Басков.
Абзерафюмаз Хатырску Аюсша. Дорогие гости и жители Абхазии, мне очень приятно быть с вами сегодня. За прошедший год проект «Будущее Абхазии» стал центром притяжения для талантливой, энергичной, инициативной молодежи из разных уголков нашей страны. Это движение, которое организует мероприятия, направленные на развитие личностного и профессионального потенциала абхазских юношей и девушек. Наша молодежь должна набраться опыта командной работы и обмениваться интересными идеями. Можно с уверенностью сказать, что платформа «Будущее Абхазии» стала востребованной площадкой для общения активной, талантливой молодежи, искренне увлеченной интересными, содержательными идеями, нацеленными на результат. Убежден, столь насыщенная программа и состав участников позволят говорить о нашем сегодняшнем мероприятии как о серьезной дискуссионной площадке, которая будет содействовать укреплению положительного имиджа нашего молодого государства. Для специалистов, прошедших квалификационную подготовку, для молодых людей с практическим опытом, мною был подписан указ о создании кадрового резерва президента Республики Абхазия. Это база данных, призванная содействовать вовлечению молодежи в систему управления разных уровней. Дорогие друзья, я желаю каждому из вас находить время для дружеского общения, занятий творчеством, спортом и делиться хорошим настроением. Руководство Абхазии ставит задачу создания необходимых условий для того, чтобы наша талантливая молодежь добивалась успеха у себя на родине, в Абхазии. Для решения этой цели мы поддерживаем инициативы, направленные на поддержку юных дарований. Неважно, вовлечены ли они в работу платформы или добиваются успехов в иных форматах, а возможно и самостоятельно. Мы надеемся на нашу молодежь. Она и есть будущее Абхазии. Желаю вам плодотворной работы, успехов во всех благих начинаниях. Хотел бы поблагодарить наших гостей, уважаемых деятелей культуры, спорта, общественных деятелей. Я очень рад вас приветствовать с этой трибуны. Как вам известно, в прошлом году стартовала работа платформы «Будущее Абхазии». За это время многие талантливые представители нашей молодежи прошли программы повышения квалификации и стажировки в Москве, поступили в ведущие вузы Российской Федерации, начали работу в органах власти России. Уже несколько лет в нашей стране работает благотворительное движение «Послы доброй воли Абхазии», которое объединяет российских и абхазских государственных и общественных деятелей, спортсменов, артистов, меценатов. Главная цель движения – распространение ценностей взаимопомощи и поддержки, привлечение внимания международного сообщества к Абхазии. Национальная платформа «Будущее Абхазии», мы уверены, станет главным механизмом по координации всех этих проектов. Мы все едины во мнении, что наша родина Абхазия должна стать процветающей республикой, где будет незыблемый правопорядок и развитие. По решению наших молодых лидеров, почетным председателем национальной платформы «Будущее Абхазии» избраны президент Республики Абхазия Аслан Георгиевич Бжания и действительный государственный советник России Инал Батуевич Ардзенба. Национальная платформа «Будущее Абхазии» приглашает самый широкий круг общественных деятелей, неравнодушных граждан к сотрудничеству. Объединимся ради развития, объединимся ради будущего Абхазии. Сделаем шаг вперед к будущему. Спасибо огромное за оказанную возможность стать послом доброй воли. Вы знаете, ведь музыка и культура – это не только движение, которое объединяет людей, которое помогает познать себя. И
Я безумно счастлив, что не только мы сегодня можем петь, выступать, говорить какие-то слова. Прежде всего хочу сказать, что я безумно счастлив и безумно вас люблю. За оказанное гостеприимство, за внимание. Я хочу, чтобы вы в республике с каждым годом становились более счастливыми, чтобы республика развивалась, крайне вероятной. И как посол доброй воли я сделаю все возможное, чтобы обязательно в следующем сезоне моей большой программы «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия» был представитель от Абхазии, чтобы обязательно либо певец, либо певица представила этот прекрасный край. Спасибо огромное за возможность выразить свои эмоции. Как побеждать на теннисном корте? Ответ на этот вопрос точно знает Анастасия Мыскина. Знаменитая российская спортсменка провела мастер-класс для юных абхазских теннисистов. Репортаж Эсмы Гуланцы. Правильная стойка, подача и удар. Анастасии Мыскиной есть о чем рассказать юным теннисистам. Дети старательно выполняют все инструкции. Не каждый день можно получить урок у именитой спортсменки. Анастасия Мыскина – заслуженный мастер спорта, тренер женской сборной России по теннису, победительница турнира «Большого шлема» Ролан Гаррос. В Абхазию спортсменка приехала впервые. Немного рассказывали, но воочию увидеть красоту и природу вашей республики, конечно же, это дорого стоит. Поэтому я с огромным удовольствием проехалась по прекрасным дорогам, посмотрела пейзажи. Локация просто шикарная. Вы знаете, тренироваться с видом на море, это, наверное, очень круто. Я никогда не делала этого, но мне кажется, для детей вот визуальный вид, он тоже должен быть. Мотивация должна быть. Я с удовольствием посмотрю на деток, которые любят теннис, увлекаются им. Я вообще очень люблю общаться с детьми из регионов, из других городов и вообще посмотреть, как дети играют в теннис где-то не только в Москве. Поэтому с большим удовольствием просто познакомлюсь с вашими теннисистами, проведу с ними время. Детей ждала насыщенная программа. Разминка, пробежка, работа над техникой удара. И самое главное, Анастасия Мыскина оценивает уровень подготовки, чтобы затем дать рекомендации тренерам. Мастер-класс объединил теннисистов разных возрастов, спортивного стажа и уровня подготовки. При этом никто из детей не ушел без фотографии с титулованной спортсменкой. Наш тренер нас всех позвал, собрал команду, и мы пришли сюда. Чего ты ждешь от этого мастер-класса? Я хочу научиться чему-то новому, что она расскажет нам свои секреты. Это так здорово, что она пришла, что она покажет свой теннис, и мы постараемся выкладываться по полной. Я теннисом занимаюсь 2-й год. А нравится тебе этот вид спорта? Да. Мы будем делать разминку и играть в теннис. Ты волнуешься? Чуть-чуть. Мастер-класс направлен на развитие у детей спортивных навыков. Кроме того, это не только опыт, но и мотивация. Встреча с теннисисткой такого уровня – стимул для достижения новых спортивных и жизненных высот. Мастер-класс стал уже традицией для теннисных кортов в Сухум, потому что в прошлом году посол доброй воли Абхазии Амина Анчпа проводила свой мастер-класс. И сейчас при поддержке социальной платформы «Будущее Абхазии», при поддержке администрации города, руководителя данного корта АПА, мы сегодня проводим мастер-класс с участием легендарной теннисистки, вице-президента Федерации тенниса Российской Федерации Анастасии Андреевны Мыскиной. И поделится своим опытом и расскажет о том, как достичь, как возможно достичь того успеха, который достигла она. И мы, в свою очередь, выражаем ей огромную благодарность за то, что она посетила нашу республику и подарила праздник сегодня нашим детям. Мастер-класс стал для детей по-настоящему важным событием. Возможно, и они когда-нибудь поделятся опытом в статусе больших чемпионов. Эсма Гуланзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение.
И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 16 июня в Абхазии ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Днем удушливо жаркая погода, высокий уровень ультрафиолетового излучения. Поздним вечером местами возможен дождь, гроза. Температура воздуха ночью 16-21, днем 24-29 градусов. Температура морской воды 19 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.